Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Мужчина украл компрессор из стоматологической клиники в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона. В полицию поступило сообщение о краже из стоматологической клиники. Ущерб составил около 16 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого 25-летнего мужчину. Выяснилось, что подозреваемый вошел в помещение клиники и приметил в коридоре стоматологический компрессор. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил оборудование. Похищенное он продал. В его отношении возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Жители Якутска осуждены за покушение на хранение и сбыт поддельных купюр. По информации прокуратуры Якутии, обвиняемые ранее уже были судимы. Первый за совершение разбойных нападений, а второй неоднократно судим за хранение наркотиков и кражи. В сентябре 2018 года с помощью приложения Telegram они приобрели не менее 70 поддельных купюр Центробанка достоинством 5000 рублей. В период с сентября по ноябрь того же года они расплачивались ими в магазинах города Якутска и поселка Жатай, сбыв тем самым более 30 поддельных купюр. Преступление не было доведено до конца, и они не успели сбыть все поддельные купюры, поскольку их действия были пресечены правоохранительными органами. По результатам рассмотрения уголовного дела их приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев и 1,5 года соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности по факту неисполнения окружной администрации города Якутска судебного решения о выдаче предпринимателю разрешения на строительство здания магазина. По материалам проверки, проведенной прокуратурой, установлено, что в 2017 году двое жителей города Якутска обратились в окружную администрацию с заявлением о выдаче разрешения на строительство здания магазина. Однако, несмотря на вступившее в законную силу решение суда и неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности, Департаментом градостроительной политики было вновь принято решение об отказе в выдаче разрешения. По данным следствия, тем самым должностными лицами допущено ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя в нарушение вступившего в законную силу судебного акта. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту уничтожения памятнику воину-освободителю. В городе Заинске неустановленные злоумышленники подожгли памятник, который был полностью уничтожен огнем. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений», а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных Дням воинской славы России. По предварительным данным, 4 несовершеннолетних, 3 девочки и мальчик, жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник воину-освободителю и уничтожил его. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также личностей, причастных к совершению преступления. А также в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов. По уголовному делу о массовом отравлении школьников в Красноярске задержан директор местного предприятия «Респект». В начале марта в 2 районах Красноярска отравили 70 детей возрастом от 7 до 14 лет. Позднее их число превысило 100. Причиной отравления следователи называли овощные салаты в школьных столовых. Отравившимся поставили диагноз псевдотуберкулез – инфекционное заболевание, сопровождаемое интоксикацией, лихорадкой, а также поражением желудочно-кишечного тракта и кожи. Из-за отравления мэр Красноярска уволил 2 чиновников, которые курировали вопросы школьного питания. Роспотребнадзор закрыл несколько предприятий, которые поставляли овощи. Ранее директор компании «Респект» была объявлена в розыск. После многочисленных публикаций в СМИ о ее розыске женщина через своих адвокатов связалась со следователем и пришла на допрос, в ходе которого ей было предъявлено обвинение и принято решение о ее задержании. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следствие предъявило обвинение председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка», в овощехранилищах которого в ходе эпидемиологического расследования, проводимого Роспотребнадзором, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз. Следствие назвало цех «Респекта», который занимался переработкой и упаковкой овощей для столовых, а также складские помещения сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка» источниками распространения возбудителя инфекции, которое привело к отравлению школьников. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.